Азиз Сурахматов вернулся на свой пост мэра в муниципалитет Бишкека. Он сказал, что 6 октября до 5 утра был на рабочем месте, потом поехал переодеться. А когда вернулся, мэрию уже захватили. Было несколько группировок. Чтобы сохранить муниципалитет, не хотел конфликта. Решил временно работать на удаленке. Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью города, решал по телефону. Азиз Сурахматов признался, что не ожидал, что столько людей приедет его поддержать. Напомним, 6 октября Сурахматов написал заявление об отставке, но теперь передумал и вернулся к своим обязанностям мэра. Горожане ранее требовали, чтобы он вернулся на пост. За 3 дня в столице сменилось 3 руководителя. Вчера исполнять обязанности мэра Бишкека поставили первого вице-мэра Алмаза Бакитаева. 6 октября народным мэром был объявлен Джошбек Койоналиев. Он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг Белого дома, но его изгнали. Советник мэра Гуля Алмамбетова отметила, что приходил даже Темир Сариев и изъявил желание занять пост мэра. 6 числа сюда приехали какие-то молодчики, которые пытались здесь поставить самоназванного мэра, который стал собирать службы, давать приказы. Это был человек, который не знал ни количества районов, не знает, сколько жил массивов, не знает, что такое МТУ. И когда у него журналисты спросили, чем он будет заниматься, он объявил, что он будет заниматься мусором. Потом сюда приходил и Темир Сариев, потом сюда приходил бывший вице-мэр Иркин Исаков, который тут бегал по кабинетам и угрожал всем, что он будет возвращаться, дайте мне то заявление. Это были очень странные приходы. Первой задачей градоначальника на сегодня является подача отопления в дома горожан. И самая главная сейчас задача – срочно дать отопление горожанам, потому что онлайн, все перешли на онлайн, все дети находятся дома. Низкая температура привела к тому, что в квартирах горожан очень холодно. Поэтому еще распоряжения нету, можете уже сейчас все идти домой и проверять краны Маевского, потому что сегодня состоится пробный запуск, который позволит нам понять, нету ли никаких прорывов труб. И с сегодняшнего дня будьте, пожалуйста, очень внимательны по своим квартирам, уже начинается пробный запуск тепла. Между тем, у здания Бишкек-водоканала прошли митинги сотрудников предприятия, недовольные увольнением начальника Мурадила Сейдалиева. По словам собравшихся, месяц назад заместителем руководителя был назначен некий Джумабаев Марат, который во время агитационного периода лоббировал интересы партии Беримдик и заставлял всех сотрудников во время выборов проголосовать именно за эту партию, иначе грозился уволить. Я была в отпуске в августе месяце, меня вызвал заместитель начальника управления Джумабаев Марат Исимбекович и угрожал уволить. Он требовал, чтобы я написала заявление по собственному желанию и оставила эту должность. Так как на сегодняшний день никаких причин, никакого обоснования нет увольнять меня с этой должности, с работы Бишкек-водоканала, естественно, я отказалась писать. Ну, с его стороны, конечно, было очень много угроз, что он снимет, что он уволит, что он найдет какие-то причины уволить меня. Но мы устояли, так скажем. Далее к митингующим пришел вице-мэр Уланбек Азыгалиев и подчеркнул, что никто не увольнял начальника, распоряжение не подписывал, заявление об увольнении даже не рассматривали, и что Сейдалиев на сегодня является легитимным начальником. Вот сейчас нам поступил сигнал, что работники водоканала собрались и просят оставить начальника водоканала Сейдалиева. Его на сегодняшний момент никто не увольнял. Я пришел от мэра города Бишкек Сурахматова Асима Эльбековича. Я могу вам открыто сказать, что начальник водоканала остается, он легитимный, он будет работать, никто его увольнять не будет. Отметим, ранее сообщалось о попытке рейдерского захвата предприятия. Пришедшие в Бишкек-водоканал молодые люди сказали, что являются представителями нового правительства и обещали вернуться утром 7 октября для назначения своего человека. После этого коллектив водоканала организовал дружины для охраны своего ведомства. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.